Прошедшая в Москве встреча лидеров государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности, признана результативной. Подписан целый ряд документов, подводящих базу под более тесное военное сотрудничество. Союзники скрепили подписями соглашение о создании коллективных сил быстрого развертывания. Из 7 действующих членов ОДКБ создание коллективных сил оперативного реагирования безоговорочно поддержали 5 участников. Под документом нет подписи президента Беларуси Александра Лукашенко, проигнорировавшего встречу в Москве из-за разногласий с Россией по поставкам молочной продукции. Просто прочитал текст соглашения, так и не притронувшись к ручке, лидер Узбекистана. У Ислама Каримова особое мнение по поводу возможного применения вооруженных сил ОДКБ. Впрочем, все остальные участники встречи на это старались не реагировать. Разве что президент России Медведев призвал партнеров еще раз обдумать ситуацию и вернуться к диалогу. Это, на мой взгляд, конечно, позволит нашим странам гораздо более эффективно реагировать на самые существенные угрозы сегодняшнего дня, а именно международный терроризм, локальную и трансграничную преступность, включая наркопреступность, и соответствующие локальные и, может быть, региональные конфликты. Коллективные силы оперативного реагирования будут состоять из высокомобильных частей государств ОДКБ, оснащенных современными видами вооружений и техники. Участникам московской встречи представили образцы формы, предназначенных для элитных подразделений. Президенты осмотрели летние и зимние варианты экипировки, а также обмундирование для отрядов специального назначения. Президент России отметил, что ОДКБ создает не только мощный кулак для ликвидации возможных военных угроз, формируется система коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации, прорабатываются вопросы взаимодействия с другими межгосударственными организациями и структурами. Сегодня нам крайне важно сочетать союзническое взаимодействие в рамках ОДКБ с развитием сотрудничества и сопряжения усилий с другими авторитетными международными организациями, такими, например, как Шанхайская организация сотрудничества, саммит которой, как вы знаете, откроется буквально в ближайшие дни, а также Евразес. Эксперты положительно оценивают итоги саммита в Москве, называя его достаточно результативным. Все принятые документы вступили в силу и начинают действовать.